В эфире «Вечерние новости». Расскажем о главных событиях. В студии Василий Радченко. Смотрите сегодня. Смогом накрыло столицу Якутии. Причиной стали несколько крупных пожаров вблизи населенного пункта. За работой огнеборцев наблюдал наш корреспондент. Учебный год 2020 начнется с множеством изменений. Что нужно знать родителям и насколько подготовлены учреждения региона? Русский драмтеатр отметит свой 130-й сезон новыми постановками. Какие спектакли подготовили для зрителей? Начнем с эпидобстановки в регионе. За сутки выявлено 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Якутске 19, в Мирнинском районе 4, в Нерюнгринском, Оленёкском, Мегинакангаласском и Хангаласском по 2. И единичные случаи в других районах. Подтвержден один летальный исход от COVID-19. За сутки лабораториями республики проведено почти 3200 исследований. Хотелось бы еще раз обратить внимание на справки. Вопросы все равно поступают. Поэтому еще раз подчеркиваем, что для детских садов мы берем справки о эпидемиологическом благополучии непосредственно либо в едином окне поликлиники, либо непосредственно медицинских осмотров, которые сегодня уже начались в детских садах. Для школ справок не требуется. Мы уже начали сегодня медосмотры для дошкольного возраста. Они проходят в основном в поликлиниках и в детских садах, когда приглашают деток с родителями. И сегодня мы занимаемся туберкулинодиагностикой и в дальнейшем вакцинопрофилактикой против гриппа. 1 сентября без первого звонка. Учеба в несколько смен и по особым правилам. О том, как будет проходить учебный процесс в этом году, расскажет моя коллега Полина Долинская. Роспотребнадзор опубликовал требования по организации работы образовательных учреждений. Основная цель – максимально разобщить школьников и уменьшить их контакты друг с другом. Данные требования для многих учеников и их родителей могут показаться чрезмерными, но ситуация, к сожалению, такова, что лучше иметь большой запас прочности, чем закрыться через 2 недели на карантин с перспективой повторения эпидемии. На днях глава республики выступил с обращением, где пояснил о порядке организации учебного процесса на этот учебный год. Мы очень подробно обсудили открытие учебных заведений с 1 сентября по республике, начиная от детских садов, заканчивая вузами. Хочу сказать, что в целом решения все приняты. У нас учебный процесс начинается в очной форме в целом по всей республике. Вместе с тем, конечно же, по каждой группе у заведений будут приняты отдельные решения. В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и создания безопасных условий для участников образовательных отношений в населенных пунктах с численностью населения свыше 5000 человек учебный процесс рекомендуется организовать в случае необходимости. В Якутске в очной форме будут обучаться школьники с 1 по 4 классы. В 3 и 4 классах допускается обучение в смешанном формате. Очно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по отдельным предметам. Учащиеся с 5 по 11 классы начнут обучение в дистанционной форме с возможностью проведения очных консультационных занятий для 9 и 11 классов малыми группами. Обучающиеся переводятся на дистанционную форму обучения по личному заявлению родителя. Кроме того, в целях снижения количества контактов между участниками образовательных отношений при проведении учебных занятий с посещением школ будет применен ряд мер, таких как разное время начала учебных занятий, но не ранее 8 часов утра. За классом будет закреплен один учебный кабинет. Под исключение попадают такие предметы, как информатика, биология, химия, физика и уроки технологии. Также будет установлен график посещения столовой во избежание массового скопления учащихся. Будут соблюдаться и иные меры безопасности и профилактики заболеваний, рекомендованных Роспотребнадзором, в том числе использование средств индивидуальной защиты, таких как маски педагогами, проведение обязательной термометрии при входе в школу с применением бесконтактных термометров.
Еще одно из нововведений в этом учебном году – учащиеся с 1 по 4 классы должны быть обеспечены горячим питанием с учетом типового порядка по организации питания в образовательных организациях республики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия. Республика вошла в состав субъектов, которым перечислены средства субсидий на организацию горячего питания для обучающихся 1-4 классов. Подписано соглашение с Министерством просвещения, и финансовые средства из федерального бюджета в объеме порядка 419 миллионов рублей поступят в ближайшее время в республику. Таким образом, будет организован учебный процесс на период 2020-2021 года. Что же касается учреждений дошкольного образования, детские сады, государственные и частные, приступают к работе с 1 сентября. Процесс пребывания детей на территории детского сада будет организован с соблюдением всех необходимых профилактических мер безопасности, а дополнительное образование очно будет организовано с 1 октября. Стали известны подробности Татинского дорожного происшествия, в результате которого 2 человека скончались и 15 получили травмы. Напомним, ДТП случилось накануне на 236-м километре федеральной автодороги Колыма. По последней информации, 28-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace Regius по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Toyota Hiace под управлением 35-летнего водителя. Погибшие женщины 1980 года рождения и 1965. Первая находилась в задней части салона автомашины Toyota Hiace Regius, вторая скончалась в районной больнице. Пострадали 15 человек. Водитель Региуса имеет водительское удостоверение категории «Б», стаж вождения с 2011 года, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель по деятельности легковое такси. В течение года мужчина 7 раз привлекался к административной ответственности. В момент аварии был трезв и в результате ДТП не пострадал. Водитель Toyota Hiace также имеет водительское удостоверение категории «Б» и общий стаж вождения 17 лет. Зарегистрирован как ИП, в течение года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Состояние опьянения в ходе проверки у него также не установлено. Полную картину трагического дорожно-транспортного происшествия, его причины и все обстоятельства устанавливает следствие. Якутск сегодня вновь накрыло смогом от лесных пожаров. Причиной тому 2 крупных возгорания, действовавших вблизи столицы. За работой пожарных формирований наблюдал Петр Васильев. Как отмечают специалисты, с началом сезона сборов ягод и грибов участились случаи возгорания в лесах. Однако уже не из-за засушливой погоды, а по вине человека. В Якутии с начала пожароопасного сезона зафиксировали 1821 лесной пожар. Из них большая половина произошла из-за сухих гроз, 30% в результате нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и 16% от линейных объектов. Не стали исключением и 2 пожара, принесшие сегодня в столицу республики дым и стойкий запах гари. Самый ближайший из них в лесном массиве в 500 метрах от городской свалки. Здесь в результате халатности человека пострадало примерно 6 гектаров леса. Площадь данного пожарного момента обнаружения составляла чуть более 3 гектар. К данному пожару привлекались наземные силы, авиационные силы, служба спасения и 1 единица техники, тракторная с плугом ПКЛ-70. В течение 3 часов данный пожар был опахан. Данная территория отожжена, и уже через 4 часа пожар на площади 6,5 гектар мы дали локализацию. Второй крупный пожар возник днем 28 августа на небольшом расстоянии от дачных участков на 15-м километре Вилюйского тракта. На место пожара направили 50 человек и 13 единиц техники. Сегодня утром, 29 августа, на место была направлена оперативная группа во главе с первым заместителем председателя правительства республики Алексеем Колодезниковым, который осмотрел ход тушения местности. У нас здесь 2 пожара. Это явно поджог. С открытием сезона сбора ягод и грибов у нас резкое количество пожаров увеличилось. На сегодня 24 пожара в центральной и Вилюйской группе районов. Но люди идут, культуры поведения в лесу отсутствует. И вот кому-то захотелось ягоду собрать, и столько ущерба лесу. У нас уже уголовные дела появились в части того, что виновные лица
определены. Будем только ужесточать в отношении тех людей, которые приводят к тому, что у нас лесные пожары возникают. Природное явление сейчас не влияет на пожары, потому что сухих гроз нету. Понятно, что летом в июле месяце, в июне у нас аномальная жара была, особенно в северных арктических районах. Но сейчас уже конец августа, и все пожары, которые возникают, по сути своей, в зоне обслуживаемой, это человеческий фактор. Первый вице-премьер отметил, что специалистами было сделано все необходимое для того, чтобы предотвратить распространение огня на территорию дачных участков. В борьбе с огненной стихией время – главный, если не решающий фактор. Поэтому с раннего утра в лесном массиве Вилюйского тракта работа кипела в буквальном смысле. Пожарные копали опорную полосу, периодически перерубая корни деревьев и кустарников. Иногда приходилось спиливать деревья, по которым огонь мог бы перебраться на опорную полосу. Локализовали возгорание к 16 часам по местному времени. Сейчас, в настоящий момент, производится окарауливание и уборка деревьев, находящихся вблизи кромки, чтобы они, те, которые будут падать, убираем, расчищаем. И в течение, наверное, этого дня пожар будет окарауливаться. Завтра утром, скорее всего, он будет ликвидирован. Или же сегодня вечером. Отметим, что в 2020 году в Якутии было установлено 9 человек, причастных к возникновению лесных пожаров в разных районах республики. Возбуждено 3 уголовных дела по факту нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Все виновные лица должны возместить ущерб с учетом проведенных работ по тушению пожаров. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. Исполняющий обязанности председателя правительства республики Андрей Тарасенко сегодня находится с рабочим визитом в Алданском районе. Какие объекты посетил премьер, расскажет Руслан Павлов. Рабочий визит исполняющего обязанности председателя правительства республики Андрея Тарасенко в Алданский район носит ознакомительный характер. Новому премьеру старались показать как достижения, так и обозначить проблемные темы. Например, что касаемо исполнения программы по переселению из аварийного жилья, то она движется в обозначенных сроках, даже с опережающими темпами. План этого года будет выполнен, заверяют местные власти. Так, в Алдане, где Тарасенко показали новостройки, в этом году будет введено 12 952 квадратных метров нового жилья, а по району в целом почти 24 тысячи квадратных метров. Хорошие перспективы у строительства детского сада на 120 мест в микрорайоне Солнечный. Как говорят в районной администрации, средства на строительство обозначены. Можно определять подрядчика и начинать готовить площадку под фундамент. Зато есть озабоченность в сроках реконструкции бассейна «Энергетик». В декабре этого года объект должны сдать под ключ, однако пока капитальный ремонт на стадии утепления здания. В сентябре «Энергетик» подадут тепло, а за оставшиеся 4 месяца подрядчикам необходимо будет провести внутреннюю отделку здания и, главное, заменить чашу бассейна. Внутренние работы идут, инженерные сети, электрика. Вот, как видите, благоустройство тоже начато. Но планируем 25 декабря все закончить. То есть люди в следующем году, в новом году, уже смогут сюда приходить и поплавать? Да, ну мы надеемся на это. Если особо таких каких-то других форс-мажорных ситуаций не будет, пока идем согласно графика. Но есть отставание, но стабилизация более-менее потихонечку она приходит к нормализации, можно так сказать. Если заказчик надеется на выдерживание сроков, то премьер выразил сомнения по срокам ввода бассейна в эксплуатацию. Давайте договоримся тогда. Я через месяц приезжаю, посмотрим. Проблем не будет. Хорошо? Потому что такой ответственный объект, хороший получается. Сделаем. Он закрыт с 2011 года, и он реально социально значим для города и района. Он уже ребятишки уже ждут. Политическую плоскость даже вошел, потому что даже когда замерзали здесь по котельным, первый вопрос был бассейн. Вот слава богу, что нашли деньги под этот. Сегодня Андрей Тарасенко посетит еще ряд объектов и побывает на производстве золотодобывающей компании «Полюс Алдан». Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Вдоль центральной улицы города Покровска возводят 4 многоквартирных дома. Строительство ведут в рамках реализации второго этапа программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья». До конца года введут в эксплуатацию 32-квартирный дом по улице Братьев Ксенофонтовых, 25. Туда переселят 30 семей. У всех объектов один подрядчик – Промстрой. В целом же по Хангаласскому району до 1 января 2017-го были признаны аварийными 146 многоквартирных домов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров и в которых проживают более 2000 человек. Всех их планируют расселить до 1 сентября 2025 года.
С введением в эксплуатации многоквартирного дома по улице Братьев Ксенофонтов 25 в третьем квартале этого года мы закроем этап 2019 года. А также у нас в Хангалском улусе уже начата подготовка к реализации этапа 2020-2021 года. Также в следующем году планируется расселить 3190 квадратных метров аварийного жилищного фонда. Ярмарка раздача бездомных животных сегодня проходит в столице. Организаторы мероприятия – волонтерское движение «Помоги выжить». Посетители могут проконсультироваться по вопросам, связанным по пристрою, уходу и стерилизации домашних животных, а также дать хвостатым братьям дом. Те, кто хочет оказать помощь волонтерскому движению, могут принести корм для собак и кошек, наполнители для лотков, а также сделать денежное пожертвование. У нас проходит ярмарка по пристройству животных, которые являются подопечными волонтерского движения «Помоги выжить». Ну, то есть животные, которых мы подобрали, пролечили, там, стерилизовали, кастрировали и уже пристраиваем в добрые руки. Многие приходят с детьми, просто смотрят, просто тискают, гладят. Но кто-то приходит целенаправленно, там хотят собаку, хотят щенка, хотят кошечку. В принципе, отклик хороший. И именно на ярмарках пристройство гораздо лучше, нежели по объявлениям пристраивать. После полугодового перерыва театры Якутии возобновляют свою работу. Для артистов русского драмтеатра имени Пушкина началась пора ежедневных репетиций. В этом году они отметили 130-й сезон. Сложно ли выходить на сцену после долгого перерыва и чем обрадуют артисты своих зрителей, узнала Ульяна Шагина. Впервые за долгие полгода гримерные театры заполнились веселым смехом и шутками артистов. Большинство не виделись с марта, так что есть что рассказать и чем поделиться. С нетерпением ждем, когда откроется наш новый театральный сезон. Добро пожаловать! Пустая сцена, пустой зрительный зал и пустые кулисы. Такого затишья театр не видел со дня своего основания. Для артистов, которые привыкли быть в центре внимания и в гуще эмоций, этот перерыв дался вдвойне тяжело. Тем не менее, выдержали все. А это значит, с удвоенной энергией приступают к репетициям. Вот пришли кулисы родные. Пусть прохладно, холодно, но так хорошо. Так хорошо. Мы обнимались, хоть и маски там, то да сё, но это прекрасно. Часть артистов, как и многие якутяне, весь летний сезон наслаждалась всеми прелестями дачной жизни. Кто-то научился писать портреты, кто-то вел блоги в интернете, ну а кто-то и вовсе зачитывался художественной литературой. Ну, я читал и так каждый день, а тут большими объемами стал поглощать книги. Практически отказался от телевизора, ну, кроме как там какие-то новостные там передачи смотрел и все. Было много ретроспективы, советское, итальянское кино. В общем, тоже получил какое-то эстетическое удовольствие от того, что я сидел дома, но движения, конечно, не хватало. Сегодня установочная лекция, разбор предстоящих планов. И уже с завтрашнего дня ежедневные репетиции. До конца театрального сезона нужно все успеть презентовать зрителю. Мы наконец-то все-таки сможем, наверное, показать все-таки «Путешествие Незнайки». Естественно, мы должны доделать спектакль, посвященный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это работа Андрея Исаевича Борисова «Запасной аэродром». Это история Дальстроя. Не буду все открывать, но это своего рода как-то косвенно, так или иначе, касается материала о «Два берега одной победы», об Алсибе. Вот после этого памяти Владимира Александровича Голуба мы хотим осуществить постановку Островского «Не все коту масленица». Кроме того, уже сейчас начинается подготовка к празднованию 130-летия театра, которое запланировано в июне следующего года. Дату основания театра, которая традиционно празднуется в мае, в этот раз решили привязать ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, чье имя и носит драмтеатр, а также ко дню русского языка. Русский театр – это форпост своего рода русской культуры, а 6 июня – это День русского языка, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Да, давайте будем праздновать 6 июня. Так что 6 июня мы намерены представить премьеру «Сорванец» Водевиля и отпраздновать 130-летие нашего театра.
Говорят, что театральную атмосферу невозможно передать на видео. За время вынужденного перерыва огромное количество спектаклей прошлых лет было показано через онлайн-трансляции. Количество просмотров побило все рекорды. Такой метод еще раз доказал театральный зритель. Он особый и самый преданный. И даже вынужденная разлука с любимыми артистами не смогла стереть любовь к театру. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.